We're all living in America, America ist wunderbar. We're all living in America, America, America. We're all living in America, America ist wunderbar. We're all living in America, America, America. Selam алейкум, Рустем. Селям алейкум, Наджия. Hoş geldiniz. Салмус. Я наблюдаю за твоим блогом. А как он называется? Крым American Version. Крым American Version. И, кстати, у этого блога уже сколько подписчиков? На YouTube-канале 500. 500. Ну, это, кстати, больше, чем у нашего Джанлы радио. В этом есть причина одна, потому что наши крымские татары не заводят аккаунты на YouTube, они просто переходят по прямым ссылкам и так смотрят интервью. И не подписываются. Нет, то есть просмотров там по 3000 уже на каждом интервью, а подписчиков в 6 раз меньше. Но смотри, ты, живя в Америке, я просто хочу для нашей аудитории подчеркнуть, что сегодня наш гость это такой разговор об американской мечте и о том, как живет крымский татарин в Америке. Как вообще ты там оказался? Это была очень-очень детская большая мечта. Наверное, лет с 9 я мечтал уехать в Америку. Не было понятия, что там, как там. Просто вот мечтал уехать подальше от дома, максимально далеко, чтобы родители мне не могли помочь, чтобы я был самостоятельным взрослым человеком и сам решал свои проблемы. И вот Америка была таким именно местом, куда можно было уехать по программе Work and Travel. Мне было 18 лет, как только мне исполнилось, я сразу же улетел в Америку. Я улетел, и в принципе моя мечта осуществилась. То есть если у людей есть американская мечта, то моя американская мечта просто попасть в Америку, вот она сбылась. Вот так я оказался в Америке. А чем ты занимаешься сейчас там? Ты уже Сейчас женился, конкретно я да? просто дальнобойщик. Дальнобойщик. Да. Просто водитель фуры, если так говорить. А у тебя есть высшее образование? Нет, я не захотел его получать. Я очень сильно расстроился, когда пришел в университет на пары. Я, кстати, учился, вот прямо здесь мы на парке Шевченко находимся, здесь есть 4-й корпус КНЕО, в прошлом, сейчас вроде бы другое название. Я поступил на финансиста. Я поступил в Киев, в Харьков и в Крым. Хотел очень сильно в Турцию. Я очень сильно расстроился на первой же начитке, что университет это не то, что я представлял. Очень все мои эти розовые очки я просто снял, потому что я думал, что приходишь в университет, с тобой будут общаться, слушать твое мнение, что для меня очень было важно. В итоге оказалось наоборот, есть преподаватель, его очень жесткая позиция, как должно быть, и в принципе ваше мнение не учитывается. Я очень сильно расстроился в системе, я не захотел учиться дальше. То есть ты развернулся и поехал в Америку? Да. А родители как отреагировали? Родители, они изначально думали, что я уезжаю на 3 месяца, и до последнего момента бабашка, санашка, они думали, что я вернусь в сентябре уже домой. То есть в мае я улетел, в сентябре вернусь. И получилось так, что я их переиграл. Я знал, что мой отец очень сильно хочет, чтобы я получил образование. Он очень сильно хочет, его мечта даже сейчас, они хотят с мамой, чтобы я получил образование. И я сказал, что в Америке можно получить грин-карт и бесплатно учиться в американском колледже, нужно остаться. И в итоге они сами где-то через недели 2-3, после того, как я приехал в Америку, начали говорить такие вопросы, как «А можно ли остаться? Как сделать?» А я сделал вид, что как будто я не знаю, как остаться. На самом деле я уже адвокату заплатил деньги на то время, чтобы оставаться. То есть мне бы... То есть тебе 18 лет, такой хитроумный план, ты обошел родителей? Да, ну, я очень сильно этого хотел, вот я обошел. Я знал, что даже если скажешь «возвращайся», я не смогу вернуться. То есть я не хотел. А что у вас за семья? Вы меня... у тебя авторитарные родители, которые давили, которые не давали тебе свободу? Семья. Ну, как сказать, то есть у меня все время в детстве был такой контроль от родителей, от бабашки, то есть вот... иди туда, позвони мне, где ты будешь, что ты делаешь, что находишься. Вот такое вот было у меня воспитание. У меня бабушка очень сильный патриот, и я с детства, например, слушал крымско-татарские песни. А у меня Нашка, она учитель-музыкант, она еще и поет. Она тоже пела крымско-татарские песни. Вот это вот в такой обстановке я рос. И отец мне все время запрещал делать какие-то моменты, не связанные с плохим алкоголем, курение, сигарет. А вот, например, я хочу попробовать что-то. Нет, нельзя, это очень опасно, а вдруг что-то случится. А мне все время это смущало. Я пытался эту свободу получить. Я знал, что единственный шанс — это просто не жить дома, далеко от них, чтобы они не знали, что со мной происходит. В итоге вот Америка была выходом для меня, чтобы это все сделать. Ну, недалековато ли? Нет, я даже очень рад, что максимально далеко. И вот на другом... Сколько ты уже живешь в Америке? 5,5 лет. 5,5 лет. И расскажи, как ты поменялся за это время. То есть ты приехал за свободой в самую, я приезжаю, как говорят, свободную страну, да? Знаете, вот мы живем
когда вот мы все дети, мы живем с родителями, даже куда-то, так сказать, какую-то справку взять, обычно делают это родители, там, за свет заплатить, это делают родители. И вот 18 лет тот период, когда вы, ну, примерно должны идти начать работать, познавать мир, я начал познавать в другой стране. То есть эти все взрослые моменты я начал познавать в другой стране, без родителей и сам, со своими друзьями. Изменился, самостоятельным стал, это однозначно. К любой проблеме отношусь не так, что это негатив, а просто нужно найти решение. Это именно в Америке научился. Я научился общаться с людьми, неважно какого возраста, какого пола, какой расы, какой национальности. Третий момент — это простоте научился в Америке. То есть я до Америки думал, что это очень пафосная страна, очень люди там развращенные, но на самом деле я удивился, что наоборот здесь люди более развращенные. Там Чем развращенный? Ну вот понимаете, к примеру, мы выходим, я сюда приехал после Америки, я иду на улице, девушки максимально накрашены, максимально одеты красиво, в Америке максимально простые, вы даже не подумайте, что вы можете где-то на какую девушку посмотреть. Ну это нормально там. Там люди более, менталитет вас заставляет быть более скромным. На вас никто не посмотрит лишний раз. Здесь как-то чуть-чуть это все чувствуется, то есть вы подстраиваетесь под общество, это нормально, но вот в Америке научил быть простым. То есть я захотел выйти в магазин, я не буду переодеваться как елочка и выходить в магазин, просто купить себе продукт. Я могу просто одеть шорты, в чем проснулся, ходить в магазин, для меня это нормально. Они в пижамах ходят? Да, я это могу сделать, для меня никто не посмотрит, для меня это нормально. Ну и самое, что есть важное, научился позитиву, действительно такому искреннему позитиву, хотя многие говорят, что американцы, они не искренние. Я к тому, что я, приходя в магазин, я не хочу видеть негатива, я хочу, чтобы меня обслужили как клиента, когда я прихожу, мне люди поднимают настроение, мне это приятно. Мне это не вызывает негатива, искренне, это приятно. И я сам научился быть таким. Первое правило, которое мне говорили в Америке на работе — улыбайся. Мы просто, когда приехали, были все очень грустные там, не могли улыбаться, нас заставляли улыбаться, улыбайтесь, нас прям... Мышцы не болели? Болели. Но это нестандартно было для нас, почему должны улыбаться. Вот это логика, почему должен улыбаться незнакомому человеку. Потом в Америке очень просто выйдете на улицу, вы можете человеку в глаза посмотреть, сказать: «Привет, как дела?» И вам так же самое ответит. И вы не спросите: «Я тебя знаю или нет?» Это не удивление. Здесь я приехал, сказал: «Здравствуйте», на улице просто мне сказали: «Я тебя знаю». Я удивился, мне это нестандартно. Да, здесь в наших широтах это непривычно. Кофе стынет, кстати. Вот. Изменения, просто стал взрослым, наверное. Я не знаю, каким бы я был здесь, но именно период взросления он попал в Америке. А у тебя на заставке, на твоем блоге, ты стоишь в халпаке, и вокруг тебя такие небоскребы, меняется пейзаж, движутся облака, а ты стоишь в халпаке. Это просто потому, что так модно, такой таймлапсик, или это что-то значит для тебя? То, что вы крымские татары, где бы вы ни находились, вы должны это помнить. Это халпак — это атрибутика. Если мы сегодня забудем атрибутику, то, в принципе, можно забыть про свой народ, в принципе. Атрибутика мне очень важна, и когда вы стоите, там, миллионы разных национальностей, разные люди проходят, вы в халпаке выходите со своим флагом в неизвестном городе, все на вас обращают внимание, спрашивают: вы кто, вы откуда, вы расскажете им, что вы крымский татарин с Крыма, они хоть что-то узнают про это. Ну вот атрибутика, смотри, иногда мне кажется, что за атрибутикой, да, содержание теряется. То есть насколько ли важно носить халпак, при этом быть внутри абсолютно пустым с точки зрения национальной идентичности? Когда вы одеваете халпак в Крыму, это не удивление. Когда вы одеваете его в Америке, на вас все смотрят и спрашивают у вас: а вы откуда? У меня был случай, что мне за $400 предложили купить мой халпак, сказал: не продается. За $400? Да, я сказал: не продается халпак. Почему? А потому что это был харбашный халпак, и я его никогда не продам. Это наша фамильная ценность, как я могу это избавиться. Любой халпак не продам, потому Этот что халпак с тобой в Америке теперь, да? Ну, все, что связано с крымско-татарской атрибутикой, с народом, я не продам, потому что это не продается. Но для меня это очень важно, и у меня, в принципе, денег хватает. Мне не нужно продавать как бы атрибутику своего народа или что-либо с этим связано. У меня такое ощущение, что ты вырос в патриотичной, как ты говоришь, семье, но понять сумел, что такое патриотичность, только уехав отсюда. Так ли это? Такой был момент, что я никогда особо не понимал, как я могу слушать крымско-татарскую музыку в машине просто так. А когда вы приезжаете в другую страну и понятие крымских татар вы забываете, то есть выйдя на улицу, вы не встретите какого-нибудь друга Ремзи, там, не знаю, какого-нибудь там брата Сабри, вы просто выходите на улицу, и вы один среди тысячи. И у вас начинается такая тоска по родине, и начинаете вы слушать крымско-татарскую. У меня были периоды, когда до слез вот слушал, просто вот слушал, плакал, потому что это было такое вот, ну, это действительно то, что поддерживало. А язык у тебя как? Крымско-татарский? Нет, я плохо знаю, к сожалению. Вот, ну, а английский я отлично уже знаю. А когда поехал, какой у тебя был английский? Ну, уровень, знаю хорошо грамматику, но не мог понимать, что говорили. Не понимал? Не мог произносить так, как они произносят. Но тем не менее поехал? Конечно. Ну, не страшно было? Языковой барьер как-то? Нет, мне это было интересно.
Ну, то есть очень было много случаев вначале, когда я не понимал, просто улыбался и, не знаю... И кивал, да? Да, один раз был, что у меня один черный дядька накричал, я стою, улыбаюсь, и он дальше что кричит, я не понимаю, что он говорит, я до сих пор не знаю, что он сказал мне. Он мне говорит в лифте, я улыбаюсь, он еще дальше злится. И я в итоге на меня рукой махнул и вышел, а я так и не понял, что он от меня хотел. Вот такие вот моменты были. Но смотри, вот ты говоришь, что ты работаешь дальнобойщиком. У меня есть знакомый, который, например, здесь, он такой, занимался такими наукоемкими вещами, а уже уехал в Америку, точно так же сел за баранку и работает дальнобойщиком. И я вот думаю, неужели там нельзя не заниматься такой тяжелой работой, а нельзя ли заниматься тем, чем ты вот занимался в своей стране? Знаете, это, мне бабушка все время говорит, ты такой себе нелегкий путь выбрал, а я приезжаю в Крым, я смотрю, как здесь люди работают, и... Ну, честно, зарплата у них вообще никак не соответствует тому, что они делают. А у меня работа может быть тяжелая, в свое время интересная и спокойная на самом деле. И в итоге мне еще хорошо за это платят. И в Америке... А можно ли узнать, насколько хорошо платят? Ну, 1010 минимум я зарабатываю в месяц. Ну, Доллар? У меня были периоды, когда 25 тысяч делал в месяц. Долларов? Да. Ну, то есть, как я работаю, это 1 из миллиона, потому что в таком темпе я работаю я. 2-3 часа спать и все остальное время ехать. Бывало такое, что по 2 суток не спал. Так не все могут. Я знаю то, что многие водители ездят по 7-8 часов в день, я езжу по 18-23 часа в день. Для меня это нормально. Вот. Но что насчет работы, хочу сказать, то, что здесь очень важно в Крыму понятие статуса. А в Америке можно про статус свой забыть. Американцы как говорят, если ты умеешь что делать руками, тебе не нужно учиться. Потому что в Америке даже понятие образования, оно уже принижено. У меня есть друзья, которые заканчивали американские университеты, вплоть до Колумбийского, и в итоге они расстраивались в том, что они закончили и шли работать на другую профессию. Есть друзья, которые работают просто на дверях, на замках, то есть ставят там двери, замки, и они зарабатывают там, ну не знаю, вплоть до 4-5 тысяч долларов в неделю. То есть это в Америке очень принято, что если вы что-то умеете делать руками, вас наймут, и вы будете это делать. У нас все принято, что если я что-то умею руками, я сам буду это делать. То есть в Америке не принято, что у вас там что-то поломалось дома, вы будете сами чинить. Зачем? Когда можно вызвать профессионала, вам сделать, заплатить ему деньги, это логично. Я, чтобы сказать, что когда-то полез свою машину чинить, нет такого, даже чтобы масло менять, нет, такого не будет никогда. Мне это невыгодно. Я в свое время ценю больше, чем то, что я буду копаться в своей машине, вдруг что-то не так сделаю. Мне это не нравится. А здесь... слушай, тебе 23 года, да, высшего образования нет, ты дальнобойщик. А какое будущее вообще для себя? Будущее видишь? такое, что когда если он такой хороший человек для меня, в моем понимании, пример, это Арсен Умеров. И я у него когда спросил в 2013 году, как выбрать профессию, он мне просто сказал, только ту профессию, которая тебе нравится. И уже с опытом я понял, что я хочу поступить на журналистику. Есть в Сиракузе город в Нью-Йорке такой университет. Может быть, годам к 30 я хочу поступлю туда. Сейчас к 30 годам только да. поступишь? Но сейчас у меня цели только купить свою фуру и развивать свой бизнес, потому что я, после того, как приехал в Крым, я понял, что нужно в Америке делать бизнес и побыстрее зарабатывать очень много денег. Для чего? С каждым разом, когда вы хотите делать какое-либо дело, проект, вам нужны финансы. И люди, которые говорят, что вот мир хороший, добрый, это неправда, на самом деле деньги решают. То есть нельзя взять проект, просто с нуля начать. Проект имеешь в виду медийный, да? Медийный проект, национальный, патриотический, неважно какой проект, всегда он требует финансирования. Просто я сам с этим столкнулся, мне мой проект уже обошелся $1010. Твой YouTube-канал? Да. Всю технику, компьютер, все это покупал, поездки, это все обходится мне в копеечку. Мне предлагали финансирование, но я отказался только потому, что я хочу, чтобы мой проект был самостоятельным. А кто предлагал? Не важно. Но эти люди, я не хочу говорить. На моем канале это ни слова не о политике, либо о каких-либо взглядах. Вы никогда не услышите, что я там говорю за Украину, за Россию, только потому, что я знаю, что это стравливает народ, мне это не интересно. Мне интересно человек, его сущность, что он себя представляет, и что завтра, глядя зрители, маленькие зрители, ребята, глядя на этот человек, что они для себя вынесут. То есть, как ты подбираешь себе героев в своих интервью? Вначале было очень легко, каждого практически героя, который вот имел профессию. Каждого крымского татарина, которого ты встречал. Но получалось так, что профессии были очень интересные, там, например, врач в Америке, авиаинженер. Потом уже получилось так, что практически все люди начали обо мне узнавать, крымские татары, и начали сами предлагать, вот у меня там есть такой знакомый, есть такой знакомый, такой знакомый. Это тоже татарская почта, да, да, начала работать? Подбираю так, что просто вот с человеком пообщался, мне интересно, я у него беру интервью. Для меня это самого интереса, каждый раз разные личности, раскрыть человека очень тяжело. На самом деле я понял, что мне давать интервью намного легче, чем его брать. Потому что бывает такое, что человек попадается, у него задали вопрос, он вам конкретно по этому вопросу отвечает и может целый текст вам рассказать, и вы можете что-то из этого вытащить, вопрос ему задать. А бывало такое, что человеком первый... Зажимается, да? Да, вот мне первый интервью с Рустемом, другом моим. Я говорю, Селябрик, как дела? Он говорит, отлично, и замолкает, все.
Я такой сижу, ну, это уже вне камеры, говорю, ты что-то сейчас добавь. И он очень вот, он как сел в одну позу, вот так на меня смотрел, он дальше не разворачивался. Ну, то есть это закрытый стакан, но это понимаешь, что каждый человек по-своему своеобразен, не каждому легко на публику работать. Вот, поэтому героев подбираю, в принципе, как вот максимально разнообразно, что были. Я совершенно случайно узнала, что в этот приезд ты не просто приехал навестить своих родных, есть еще одна причина. Можешь о ней рассказать? Но эта причина уже возникла здесь, как бы, не то, что прям я из этого ехал сюда. То, что... Расскажешь о ней? Да, Можно сёский сын рассказать? вчера был. Соски сын. Да, я нашел невесту. Ну, как все Hayırlı получилось? На самом деле, я 21 числа сделал в Америке предложение другой девушке. Так получилось, что... 21 числа сентября. Да, сделал предложение другой девочке. Крымской татарки. Да. А я у нее, кстати, брал интервью, это Эвелина Камилова. Это самая первая девушка, которой мы интервью брали на канале. Я сделал предложение, на следующий день так получилось, что она говорит, что не хочет со мной быть. Ну, ее семья сказала. Я говорю, окей. То есть я максимально был спокойный, я понимал, А вы когда встречались, общались, как это? Или ты ну, так просто общались. так Там. упал на голову? Выходи за меня и все. Ну, может быть, так и было, я не знаю как. Но самый интересный момент, что девушка, которую сейчас нашел, это сестренка моей очень близкой подруги Эльмаз Сафиной. Они прям вот не то, что вот подруга, это как семья. К ним могу домой прийти спокойно, там, общаться с ними. Марат, это ее муж, тоже вот это очень близкие мне друзья. Вот как бы даже, я не знаю, понятия дружбы там не было, там было понятие семьи. Но вы подружились уже в Америке. Да, они, получается, в Америку прилетали, и они у меня дома жили определенный срок. Вот, и нужно было передать маленькую посылочку ее старшей сестре. А я говорю, что буду старше передавать, давай младше передам, двоюродные. Это вот эта вот девушки, Арзы зовут ее. Ну, и получилось так, что посылочка была зажигалка просто, Зипа, она здесь, оказывается, популярна, я особо не разбираюсь в этом. И мы поехали в Евпаторию, в кафешку, в Джеваль кафе, и вышли когда на пляж, это было 1 числа октября. Я ей конкретно говорю то, что ты мне понравилась, у меня нет вопросов, почему ты мне не понравилась, я хочу на тебе жениться. Она сказала, Вот так вот с первой встречи? Да, вот ну, буквально 3 часа были знакомы, она говорит, окей. А это ты не спешишь? Нет, я не спешу. И получается, 12 числа сделал предложение. И вот вчера был светский сим. Ну, честно, я таких чувств никогда не испытывал в своей жизни. Пришел, увидел, Да, я никогда не испытывал победил, такого, просто что классика. человек так может тянуться к тебе. Я даже не знаю, как это комментировать на самом деле. Ну, Аллах хайрлы этсин, Салмус. да. Ну, я знаю, что На для самом многих... деле, на самом деле, как бы радостный момент в том, что ты целенаправленно ищешь себе, для меня лично радостный момент, то, что ты целенаправленно хочешь жениться на крымской татарке. Да, это прям для меня очень большая Это важно причина. для тебя, да? Потому что у меня бабашка, ну, наполовину русский, он метис, мама у него русская, уже Раметли. И такой момент был абсурдный для меня даже в детстве. Бабашка у меня встречался с русской девушкой. Он тебе об этом рассказывал, да? Ну, я это уже слышал, он потом уже сам рассказывал. Практически жили они вместе. И Харбашка ему в один день говорит, иди расставайся, она вот не татарка. Бабашка пошел расстался. Для меня это было с детства как бы очень большим примером, что... Ролевая модель. Да, бабашка такое сделал, при том, что у него мать русская. Как это я, человек там такого отца, сын такого отца, этого не сделаю. То есть я просто как себе ел, я абстрагировал себя от отношений с любой другой национальностью, не с русскими, с любой другой национальностью, будь то турчанки, будь то кто, просто вот крымская татарка. Я понимаю, что в Америке выбора было немного, но я понимал, что в Крым я приезжаю не на долгий срок, мне нужно было шевелиться, и вот как бы я выбрал девушку. Честно, вот когда я... Как тебе сказать, как твои родные отреагировали на это? Очень спокойно, бабашка любое мое решение поддержит, потому что уже видишь, что я стал взрослым, что у меня в голове есть мои какие-то цели, планы, я никому не рассказываю, и то, что я захотел, я пошел сделал. Только потому, что ссылаюсь на то, что все мои поступки в жизни были адекватными, хотя отец часто со мной спорил. В итоге результат, когда был, отец уже ничего не мог говорить. И в итоге решение с Америкой было для отца очень странным. Я когда начал делать намаз, для отца это было очень странным. Я не пил, не курил. И в итоге получилось так, что у меня отец даже обычный ихляс не знал. Я тут приезжаю на дому Дува, и тут отец, я сижу, как бы ему говорят, обычно было как до уезда в Америку, читайте там, да, например, Дува, башка такой, я не буду читать. В итоге приезжал, он все Дува, там, 5 штук минимум прочитал. Я в шоке был. То есть ты уже влияешь на своего Да, отца? мне это было очень приятно, то, что мой отец, вот он нам Дува выучил, он знает, он сидит, не стесняется, он даже на джума сказал, может быть, когда-нибудь слышал. То есть для меня это был очень важный момент, и в принципе сейчас любое мое решение, оно поддерживается. Да, я понимаю, что у отца есть какие-то, может быть, свои мнения, сомнения насчет всего этого. А где мама вот во всей этой истории? Мама, она всегда дома ждет меня, любит, вот с папой живу. Принимает таким, какой ты есть, Да. И поддерживает все твои решения. А их невозможно не поддержать уже. То есть даже если Ну, не уже поддержки да. не будет, я все равно сделаю, это будет даже глупым. Я когда проект свой начинал, у меня отец сказал, что за чушь ты придумал, какой проект, что ты там будешь делать? Он мне как бы рукой махнул, окей. Когда первое интервью вышло, он мне просто сказал, когда второе будет, уже где интервью, и когда второе вышло, когда третье. То есть это вот уже начался интерес, ему понравилось.
Как бы, ну, я сам был приятно удивлен, что родители изменили сомнения. Скажи, твоя избранница уедет вместе с тобой? Нет, не сейчас. Сейчас нужно будет визу открывать, и потом в течение года... Но ты ее заберешь с тобой в Америку? Да, по-любому, однозначно. Мне там что нравится, и как бы... Вот есть наша семья, и другой мир в Америке, и вас никто не будет трогать и учить жизни. Вот это очень хорошо, мне там это нравится. Здесь все вас будут учить жизни. А ты имеешь в виду, что родственники, ну, имеют привычку вмешиваться? Да, в очень отношения? сильно. Прям вот не спрашивая ваше мнение, но будут объяснять, что так-то, так-то, а вам не хочется меня не слушать. А будет пышная свадьба? Может быть, когда через 5 лет мы вернемся, будет пышная свадьба, но у меня в плане такого сейчас нет. То есть сейчас ты вернешься, сделаете никях и уедете? Никях, скорее всего, уже в Америке сделаем. Я не Даже вернусь так, пока. да? Да. Но у меня в этом плане все просто, как бы есть понятие ислама, я ничего не нарушаю, и вот в Америке сделаем никях, и все, будем жить вместе. Там есть достаточное количество А регистрировать официально? Да, будем, конечно, это однозначно. Вот в таком плане, это как бы нестандартная история, но я верю, что наш случай не уникальный, и 1000 таких уже было, поэтому просто я сейчас это рассказал, а у других, возможно, это просто все скрыто тайна. А где дом? Там или здесь? Я вот 5,5 лет чувствовал себя чужим в Америке, вот постоянно, каждый день чувствовал себя чужим. Я когда приехал сюда, первый день я почувствовал себя чужим здесь, и поэтому дом сейчас в Америке. Родина здесь, но дом в Америке. Почему? Потому что вот я этот месяц нахожусь в Крыму. Есть очень важная для меня особенность, то, что я должен все время контролировать ситуацию. Я почему не пью и не курю такие вещи не делаю, только потому что я в детстве видел пьяных людей. Я понимал, что это не мужчина, они не умеют контролировать ситуацию. Когда они напились, они не контролируют ситуацию. Для меня очень важно все время контролировать ситуацию. То есть вот есть я, какая-то негативная ситуация, я должен ее контролировать. То есть я вот не могу, я должен быть всегда адекватным. В Америке я все время адекват, то есть что где делается, я знаю, как, например, реагировать в кафешке, то же самое, прийти, как заказать кофе. Здесь я очень многих моментах чувствую себя глупым, мне все показывают, рассказывают, я стою, просто улыбаюсь, но на самом деле не показываю, что я не понимаю, что происходит. Слушай, ну тебе не кажется, что затрачивая столько усилий сейчас, да, вот на то, чтобы работать, там, развиваться, зарабатывать, ты, вероятно, мог бы и здесь добиться успеха, построить карьеру, заработать денег. Вот стоит ли оно все этого? Построить дело какой-то не бизнес? только в деньгах. Деньги это... Вот тот, кто когда их начинает зарабатывать, он понимает, что это просто ресурс, это ничего не играет роли. Если вы там живете, есть люди, которые живут идиллией, то, что деньги это вот прям все, для меня деньги это просто ресурс для достижения определенной цели. На самом деле есть такое мнение бытует, что мы, крымские татары, мы должны проявлять свой патриотизм, если мы будем жить только в Крыму, потому что наши предки возвращались в Крым, чтобы мы тут жили, наши дети развивались. Окей, это все хорошо. Вопрос, до депортации у нас разве наши крымские татары не ездили по всему миру, не изучали, не обучались в лучших университетах, что-то не обучали, не приносили в Крым? Было Но они такое. возвращались. Они возвращались, но есть один большой момент. Сейчас мир такой, что очень важна многонациональность и понятие как бы не посольств, а меньшинств, представительств. Я очень сильно разочаровался, когда приехал в Америку, то что вот мое представление было о нашем меньшинстве чуть другое в плане помощи. Нашей общине там. Да, то есть я разочаровался. То есть ты ожидал большей поддержки? Да, я ожидал большей поддержки информационной. Мне не нужно там, на тебе деньги. Нет, но мне информационно не хватило поддержки. Как меня здесь в Крыму встречают, так меня там не встречали. Но есть вот очень большой там, скажем, респект Рацамагаважа, Рамитли Канеева, Венерия Абла. Это очень хорошая семья, мне очень помогли в свое время. Дали жилье, ну, это очень было приятно, очень много рассказывали. Я чувствовал искреннее переживание за себя. То есть искренний совет, как ты нужно делать, чтобы тебе не совершить ошибок. Есть семья еще Исатовых, тоже мне очень сильно помогали. Вот, так, к чему все это говорил? То, что когда уже в Америку попал, я понял, что у нас не хватает этой вот поддержки многонациональной. То есть у евреев, внутри у евреев там не есть такая вот черта, да? Хорошая. А вот евреи живут в Израиле, но куда вы ни придете в любую страну, самые лучшие должности, самые лучшие позиции есть у евреев. То есть их вроде бы мало, но они есть везде. И вот мне вот эта идея очень близка, что мы должны быть везде максимально затыканы, наши люди хотя бы по единице, чтобы как-то поддерживать свой Крым. Потому что если мы будем все в Крыму находиться, нас захлопнуть очень легко. И как бы если все будут находиться в Крыму, развиваться, а что дальше, где этот мир, где это наше покорение мира? Мы раньше вплоть до Москвы держали территорию, а сейчас мы что, в Крыму закрылись и живем идеей, что мы патриоты? Нет, патриотизм не является о том, чтобы ты жил в Крыму, я патриот. Это не патриотизм. Какой ты патриот, если ты выходишь, ты плюешь на своей земле, кидаешь мусор? Ты не патриот, ты просто, ты разрушаешь, ты не созидаешь, ты на своей земле находишься, но ты ничего не делаешь хорошего. И что в итоге, какой результат? Я понимаю, что моя роль в Америке намного важнее, чем моя роль в Крыму. В Крыму здесь таких, как я, может быть, миллионы, а в Америке только один. Лучше находиться в Америке и приносить больше пользы, чем находиться миллионами здесь. А в чем ты видишь пользу свою там? На самом деле, когда проект создавал, у меня вообще популярности не было.
Я не понимал, что такое популярность, что такое имя. И когда вам пишут там пачками люди вместе там до 20-30 человек, как уехать в Америку, как что сделать, какая-то помощь нужна, что-то передать, информация какая-то, то это очень интересно, это очень прикольно. Потом вы в Америке как бы... А вы отвечаете на эти письма? Конечно, нет человека, которому бы я не ответил. Бывает такое, что я прочитал, и там, может быть, отвлекся, не ответил, потом все равно отвечаю. Были люди, которые обижались, но что мне поделать, если я отвечал вот по факту и потом уже не отвечал. Но меня задалбывают очень много людей, прям слово задалбывают. Хотят уехать, да? Уехать, потом просто какие-то вопросы. Вот насчет Америки им интересно. Вот какая Америка, как там татары живут. Это... Вот я понимаю, что вот И как этого там не живут было раньше. татары? Когда я уезжал, был информационный вакуум, хотя у нас татары жили 91 года в Америке, очень массово. Был информационный вакуум, к кому обращаться, я даже понять не имел. Сейчас как бы мне очень многие люди пишут, я там узнал, что ты живешь в Америке, что-то, то-то, много что рассказываю. Я все искренне рассказываю, неважно, какие моменты, хоть там по документам, что все рассказываю, что я знаю. Мне никогда не будет этого делать, потому что я могу помочь. И для любого крымского татарина у меня дверь всегда открыта, неважно, кто это будет. У меня есть такая особенность, где бы я ни была, я немедленно нахожу что-то связанное с Крымом или крымско-татарским в людях, либо в природе. И я даже называю это крымско-татарские очки. Вот ты, как человек, который объездил много штатов, есть у тебя такие места, где ты попал, и ты понял, что это Крым? Проблема вся в том, что я, в принципе, когда в Крыму жил 18 лет, я, в принципе-то нигде не был. То есть я вот жил в Первомайском районе, там, а я учился в Танковской гимназии, вот то, что я видел, там, Бахчисарай, там, на море ездили в Евпаторию, вот все, что я видел. То есть пейзаж особо мне не запечатлилось в голове. В Америке я видел очень много пейзажей, не знаю, от пустыни Невады там, до гор Юты, неважно где. А вот когда я приехал в Крым, мне казалось, что это красиво, так прикольно. Когда я приехал в Крым, мы поехали всего лишь на один вечер в Евпаторию на пляж. Я в Америке столько раз не видел какой-то кусочек Крыма, намного было красивее, чем вся Америка. Крым красивее. Крым красивее, то есть он маленький, но сколько здесь пейзажей, я не знаю, я просто в шоке был, как красиво. Совсем все по-другому. Мы когда ехали, Айвдах я видел днем, и вот это вот солнце блестит, отблескивает на море. Ну, это очень красиво было, я в шоке был. То есть в Америке я такого не видел. Ну, серьезно, закаты красивые в Америке, но какая просто вот природа в Крыму, она, не знаю, она неимоверно уникальна. Что тебя до сих пор, может быть, удивляет в Америке, к чему ты еще не привык там? У меня нет понятия такого, ты к чему-то не привык. У меня есть просто понятие, что это так. Вот как бы был такой период, что вначале мне было все интересно, вау, круто, здесь так все круто. Потом мне был период, что мне это все бесило, раздражало, фу, надоели. А потом был период, что это так, здесь не надо никак относиться. То есть я приехал в Крым, я к нему с негативом не отношусь. Я просто понимаю, что здесь это так. Вот как бы ничего ты не поделаешь, здесь это так. А в Америке там так. И, то есть к чему-то, чтобы я негативно относился, нет такого. Все люди разные, вот я к этому, с такой идеей живу, то есть это все адекватно. А чего тебе в Америке не хватает, ну, кроме там, может быть, маминых чебуреков или янтухов? Ну, мне семьи не хватало, вот именно даже вот в плане, что сейчас девушка если приедет, мне будет уже полноценная какая-то жизнь. Почему? Потому что я-то что много работаю, мне дома, в принципе-то, никто не ждет. У меня квартира все время в Питтсбурге пустует, она прямо около центра города. Я прихожу, вот там могу кататься 2 месяца. Я уставший просто очень сильно. Прихожу, 2-3 дня я сплю, просто высыпаюсь. А потом просыпаюсь, думаю, что мне делать? Сходил в тренажерный зал, возвращаюсь, мне делать нечего, я опять хочу работать. Сейчас как бы мне не хватает семьи, именно своей семьи. Вот А детей? Хочу очень сильно детей. Прям очень сильно хочу, потому что, не знаю, дети — это такой проект, который будет все время вас мотивировать что-то делать. Есть такое мнение, что западные страны, они настолько носятся с вопросами толерантности, что в каких-то моментах уже просто переходят грани. Вот ты с таким не сталкивался? Честно, вот приехал в Крым, я заметил, что люди очень бестактичны. То есть Не тактичны? Да, не тактичны. Да, бестактны. То есть очень грубо прямо что-то говорят и считают нормально. Повышенным тоном для меня это ненормально. То есть максимально любую ситуацию в Америке я пытаюсь преподнести издалека. Но так, чтобы человек понял. То есть это нормально для меня. Пониженным тоном разговаривать — это хорошо. В Крыму, меня это удивляет. То есть обычная езда на машине, вы можете с человеком просто поругаться из-за того, что он тебя не пропустил. Что здесь такого? Это настолько негативно, это неправильно. В Америке все адекватно, то есть максимально спокойные, лояльные люди. Да, бывает, как бы фрики, это не без этого, это нормально, это нет исключения из правил. Но, не знаю, мне в Америке все нравится, тактичность, толерантность. Вот именно момент того, что многие люди путают внешнюю политику в Америке с внутренней политикой. Вот они судят, что, например, Америка там не любит там иранцев, не пускает их, значит, все американцы не любят мусульман. Нет, неправда. Очень уважительно относятся ко всем мусульманам. Сейчас даже такая тенденция, если вы замечали на всяких рекламах, например, Apple, машин каких-либо, укрытая девушка. То есть вы заходите в библиотеку, там на фотке будет укрытая девушка, там будет черная девушка. То есть максимально преподнести, что мы ко всем нациям
расам, общинам относимся адекватно. Ну да, меня смущает, конечно, момент, если честно, когда парень с парнем там целуются, женятся, да, но... То есть это есть, да? Но в какой-то момент вы даже к этому относитесь адекватно уже, как бы, ну так есть, что теперь поделать, как бы, что мне ему, это его выбор, что мне теперь поделать, ко мне не лезь, я к нему не лезу, все, как бы такое. А у тебя есть уже американское гражданство? Нет, его еще нет. Будешь подаваться? Ну, там не так все, там очень много тонкостей, поэтому, ну, конечно, как только будет возможность, подамся. А что это даст? Хотя бы тот момент, что я могу спокойно приезжать в Крым, находиться в Крыму, и тот момент, что могу обратно в Америку ехать. И американское гражданство, я считаю, это сегодня один из самых первых документов, которые каждому человеку нужно иметь. Потому что, что бы ни случилось с вами, у вас будет возможность куда-то ехать в безопасную страну, там находиться. Вернешься ли ты в Крым? Я, скорее всего, вот именно моя цель, я уже не вернусь в Крым жить. Никогда? Даже в старости? Возможно, лет после 40, но сейчас у меня есть какая-то своя цель в голове, которую я хочу сделать. Я не смогу ее озвучить. И я понимаю, что я там нужен. Что бы ни случилось, я все равно там нужен. Нужен. Да, человек, который нужно брать. Даже, например, у вас там ребенок поступает в Америку. Сколько мне таких случаев было. Мне пишут родители, вот у меня ребенок поступил, что подскажешь? Я говорю, да пускай ко мне приезжать, мне очень не тяжело. Вот у нас было 2 случая в том году. 2 мальчика выиграли конкурс Tax Excels, это программа по обмену. Год жили, я им стипендии платил по $300 каждый месяц. Ты платил? Да. Из своего кармана? Да, потому что, ну как это так, они приехали в Америку, у них нет помощи. Я потом один уехал, не смог, не выдержал программу, второго я забрал к себе, мы поехали на американские горки. Потому что я хотел, чтобы он после Америки что-то запомнил, что не так, что вот у нас там крымские татары зажирались и сидят. Нет, не зажирались, есть такие, которые могут дать. Мне это было приятно. Ну, были случаи, когда девушка попросила проспонсировать ее там проект один, я проспонсировал. Мне это интересно. Как бы я понимаю такую вещь, что народ мне много что дал, хотя бы того, что Крым Татарин, это уже для меня важность. И нас очень мало. И момент у меня патриотизм проявляется в том, что ты можешь дать народу. Вот и все. То есть, если там вопросы, типа, умеешь ты там петь, танцевать, это для меня не патриотизм. Патриотизм — это что ты можешь дать народу искренне, я об этом не переживал. Если бы вот в нескольких предложениях ты вот рассказал о себе, вот кто ты, что ты? У меня всего лишь 2 слова: человек-испытатель, все. Больше нет предложений. Человек-испытатель? Да. Для меня очень важно, какой человек остается, когда меняется его окружение, меняется его взгляд на мир, каким он остается. То есть человечность вам никто не подарит, кроме вас самих. То есть быть максимально человечным. Поэтому человек для меня это очень много значит. Я поэтому ко всем, когда обращался в своих интервью, говорил: «Салям алейкум, человеки». Но для меня очень важно понять человека. То есть ты можешь кататься, не знаю, на самой дорогой машине в мире. А какой ты человек после этого? Второй момент — испытатель, потому что пробовать, еще раз пробовать. Я свой проект начал. Как я могу начать проект? Я не являюсь профессиональным журналистом. Я даже в университете толком не выучился, полгода только. А я даже не знал, как камеру монтировать видео. Я просто камеру купил, снимал. Мне было просто желание, мне хотелось попробовать себя, испытать. Все, что у меня было, это желание с детства все время общаться с людьми. Мне интересно общаться с людьми. Могу часами общаться, мне реально это интересно. Там бывает, человек позвонит с Крыма, который никогда не знал. Я беру трубку, часа 4 могу с ним поговорить. Я его даже в жизни не видел, мне это интересно. И вот все, что у меня было, желание сделать что-то, помочь, и вот оно проявилось так. Попытка за попыткой. Я желаю тебе оставаться таким же открытым, таким же отзывчивым. И желаю, чтобы в будущем, когда ты заработаешь свои миллионы, ты не закрылся от всех, кто будет к тебе обращаться за помощью, а действительно смог найти баланс между личным, да, своим каким-то патриотизмом и желанием помогать. Желаю тебе удачи, приезжай в Крым. Я тоже и пусть ваша семейная жизнь сложится так, как ты этого хочешь. Салам, тоже желаем развития проекта, Салам. чтобы были крутые интервью. Сегодня наконец-то получился профессионал хоть чему-то. Я даже не знал, что нужно припутриваться перед интервью, что отвлекать. Это ты сейчас раскрываешь секреты это интересно, на самом деле. профессии. Да, это интересно. Да. Сагул Рустем. Салам. Аллах лагеттерс. Салам.